допомагає. Пускай. Дякую. Спасибо. Аминь. Спасибо. Аллах велик. Спасибо большое. Пускай нам Аллах помогает. Спасибо. Бог поймин. Победа будет за вами. Спасибо. Победа будет. Алло. Да. Алло, selam aleyküm. Aleyküm selam. Bu kurumdan telefon açamız. Maşallah niçin Kırım'dan kimse telefon açmıyor? Что-то telefon bezgin bağlanmıyor bekim. Ne oldu? Çok ağır bağlanmağa. А, 100 kere bastım. что, нельзя, да, сделать? Алло. А, то есть заблокировали наш номер, заблокировали в это, чтобы невозможно было дозвониться. А, более яптыларым. Возможно, я звоню со скайпа, поэтому... Я понял, смотрите, сейчас я всем крымчанам хочу сказать, набирайте 096 34 и 5 раз 7. Попробуйте этот номер набрать. Они этот номер... Хорошо, будем пробовать. Да, пробуйте, да. Хотели сказать вам большое, что саун, что и батальон создали, и что на границе дежурите. Стало намного надежнее ездить. Я думаю, что будет еще лучше. А вот тем, кто там говорит про референдум и что крымчане высказали свое мнение, отвечу так, что очень многие из нас против здесь и до сих пор против, и уже очень многие русские против этого же русского мира здесь. Вот, к сожалению, все эти референдумы сплошное вранье. И я думаю, что постепенно сами русские здесь... Давайте зачитаю, если удастся опять звонок. Алло. Да. Україні. День добрый. Олександр з Львівщини. Да, слушаем вас. Я хочу підтримати, у вас так само такі всі бойові хлопці сидять гарні, я так дивлюся по телевізорі. І хочу, щоб то не були тільки пусті слова. Я знаю, що тяжка боротьба буде. Не так дуже просто москалів перемогти. Але я вірю в вас, бо бачу, ви дійсно такі
всі бойові хлопці, там я сам і Майдан пройшов, і помаранчеву революцію, але все рівно будуть говорять, що все було намарно, але я думаю, то не намарно. І ваші ті всі люди намарно. Я бажаю, Господь Бог допомагає. Щастя вам, здоров'я. І не знаю, як сказати вам по-вашому, але слава Україні. Героям слава, героям слава. Алло, говорите. Алло. Вот с Крыма начали звонить. Да, алло. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Я звоню на отель, Да. а что-то вот я передачу смотрю, а вы сам... Не-не-не, вы от телевизора отойдите, Бульменом, Ленур, отойдите от телевизора. Отошел подальше. Все, да. Говорите, вы в эфире. Врага. Ау. Подождите, там что-то... Не, вы от телевизора. Телевизордан çıkarançık chatke turunuz çıkaran хотя бы. Yaxşı, aytınız, söyleyin. С Крыма. Ага. А я ж еле-еле с Крыма я дозвонился, еле-еле. Алло. Да, кто не может дозвониться, смс-ку можете просто прислать и все. Вот что с вопросом или с чем-то еще. Да, это страшное дело здесь, что творится, елки-моталки. У меня Карбала, мой дядя, дважды герой Советского Союза. И он оказался предателем, оказывается. Понимаете? Он боролся за то, чтобы жил другой народ, а не мой народ. Когда война была Великая Отечественная. Понимаете? Да, я понимаю. Это все это делается для... Да, я понял. Ну, ага. Ау. Я вас очень прошу, держитесь, пожалуйста. Мы всегда будем с вами. Помогите нам выйти с этого дурацкого положения. Хорошо. Самое главное, чтобы у нас хотя бы 1000 tane adam mında olmak gerek. 1000 tane хотя бы. En koyden хотя бы 5 tane балардан. Meni çaresi olğanda men kiteredim. Nuç bala men niye payımında? Ben çozum çaresi değil. Ya 3 tane balanın, конечно, anda olunuz. Yaşlar, yaş kuranta olmayan yaşlar çıkmak gerekler. Yürek yangan adamlar çıkmak gerekler. Çok sağ olun. Sağ olun. Поймите, наши телефоны блокируют. Учтите. Да, знаю я. Yaxşı, ладно, çok sağ olunuz. Sağ ol. Алло, говорите. Алло. Алло, говорите. Алло. Алло? Да. Selamünaleyküm. Алейкум селям. Teşekkür yardımcı olsun. Çok sağlık, selamet sizlerge. Sağ olunuz. Sağ selamet olunuz. Sağ ol. Алло. Алло? Да. Selamünaleyküm. Алейкум селям. А кому попали мы? Вы на телеканал попали, сразу в эфир. Жолда. Алло. Да, говорите. Алло, Да. здравствуйте, это канал АТС? Да, вы в эфире. Просто вы потом увидите свою картинку чуть позже. Вы просто отойдите от телеканала, от телевизора. Ага. И просто говорите, и все. У нас нет времени столько ждать. Ребят, когда вы звоните, дозванивайтесь, если дозвонитесь. Просто отойдите от телеканала. Говорите сразу. Салям алейкум, мы вам с Крыма звоним, очень тяжело дозвониться до вас. Я знаю, я понимаю. Ну, У нас просто здесь такое творится, наших парней снимают, и естественно, просто ничего нам не говорят. вот те, которые уже получили повестки в русскую армию, что вы думаете? Вас завтра, мы об этом говорили только что, берите вещи и выезжайте в Вильную, Украину. У вас наверняка здесь есть родственники. Если вы даже в батальон не хотите к нам вступать, но ни в коем случае в русскую армию не идите. Вас завтра оттуда живыми не выпустят. Поэтому вы никаким образом даже об этом не думайте. Это всех крымчан касается. Я знаю, что крымские татары не пойдут туда, но все остальные, в том числе и украинцы, даже те украинцы, которые потеряли идентификатор украинский, подумайте хотя бы, что, куда вы идете, что вы будете завтра делать. Потому что вас заставят стрелять в таких же этнических украинцев. Или в мусульман заставят стрелять. Я об этом говорил, не хочу больше повторяться.
Алло. Алло, да. Ничего не слышно. Алло. Да-да. Говорите. Говорите. Алло, Да. Алейкум салям. Алло. Да-да, говорите, просто вы в эфире. Айтнес, что змайып, айтнес? Айтам. Серам алейкум. Алейкум салям. Это Крымдан. Anladım, koyamız mı? Kırımdan olganızın koyamız. Демурага. Ау. Allah sağlıklar versin sizge. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Как поддержать? Поддержать. Анда юрып, başınızın көтеріп yurunuz anda, korkmayıp. Başımızın көтеріп yürüyemiz. Korkmayıp. Айтacak laflarımızı айтамыз. Мында төртім olgan, анда төртім olgan yerге, если муфтиятымыз бөлек көт муфтият olgan olsa, varmay anda. Siz özünüz toplaşıp varınız, korkmanız. Çok olganınızda, böyle sizi bir şey yapamazlar olar. Çok olganda, böyle evde oturup da, bunun bir şey oldu, men burada evde oturarım, men bir şey olmaz. Yapmanız böyle, korkmanız. Nedir bu bize pislik вообще, böyle korkup oturganınız nedir o? Varmanız, korkmayıp bir yerge. Böyle yüreğim patlayın da böyle körgenim. Allah sağlıklar Sağ olun, versin sağ olun. sizge. Allah sabırlar versin. Алло, говорите. Алло, алло. Да-да-да, вы в эфире. Это татарский канал, да, прямой эфир я попал. Прямой эфир, да, говорите. Меня зовут Андрей, я сам с Донецка. Я также воевал в украинской армии, сейчас пока что дембель. Хочу, мужики, сказать, что большое спасибо, что вы нам помогаете освобождать Донецк, бороться с этой российской чумой. И хочу сказать, чтобы не останавливались, мужики. Вы сейчас одна из таких реальных сил, как на уровне правого сектора, добровольческих батальонов. Я надеюсь, что в свободной Украине татары не будут себя чувствовать угнетенными, что мы будем зарабатывать деньги совместно, ездить друг другу в гости. Как говорится, тратить деньги на свое благополучие, а не убивать друг друга. Все Мужики, правильно. удачи. Спасибо Держитесь, большое. мужики. Спасибо, спасибо. Будем готовиться. Спасибо, есть. Мужики, не опускайте руки. Это тяжело в отрыве семьи, я знаю, но, мужики, боритесь. Спасибо. Слава Украине. В один год дела такие не делают. Я понимаю. Спасибо, спасибо. Дякую вам. Давайте. Ne kadar vakit oldu? Вот здесь пишут, что вот Хрымнан. Да, Алло. да, вы в эфире. Да. Алло, салам алейкум, Ленурка. Алейкум салям, говорите. Я от Крыма звоню. У меня вопросов нету к вам. Я хочу сказать на эфире, чтобы слышали, вот эти обыски, которые делают, хотят сломать нас хребет, им не удастся никогда. Потому что наши родители прошли через это. И с молоком матери мы уже это взяли себе. И пусть они не надеются, что нас могут так просто взять, запугать и сломать. Я вас очень поддерживаю. И в Крыму все вас поддерживают. И пусть там кто-то рассказывает басни кому-то. Это все брехня. Мы вас поддерживаем. Сağ olunuz. Я хочу в эфире, чтобы слышали это. Крысы, которые... И пусть они не думают, что можно на нас взять, так и просто сломать. У них духа не хватит. Все, sağ ol. Давай, sağ ol. Я понимаю, что с Крыма вы половина эфира не смогли дозвониться. Я понимаю, то, что вы не можете. Но я вот сейчас смс-ки получаю, то, что вы пишете. Желаем вам терпения, силы, здоровья, мира. Я все понимаю. Мы тоже хотим мира. Мы хотим все мира. У нас у всех семьи, дети, и мы хотим все мира, и хотим все жить. Но хочешь мира, готовься к войне, если вы помните. У нас должна быть мощная украинская армия. Мощная. В том числе и крымские татары должны быть в этой мощной украинской армии. Поэтому мы создаем батальон. Наши лидеры здесь с нами. Вся шире Украина с нами. Поэтому мы будем освобождать Крым. Вместе со всей Украиной придем в Крым. Все те, кто там сейчас смотрят в Крыму, старайтесь быть вместе, не бойтесь. Старайтесь быть. Вот этот страх, он разъедает вас, как тушек таких, вот разъедает, разлагает.
Вот эти вот все мифы про огромную ФСБшную машину, про какой-то там Путина, какого-то мега-монстра, это вам вселяют страх этими кадрами дополнительными, которые показывают. Вы старайтесь выезжать сюда, просто хотя бы подниматься, садитесь на автобус, как угодно, пешком, добирайтесь, выезжайте в Вильную Украину, подышите воздухом, пообщайтесь с людьми, не капсулируйтесь в собственном соку. Это не спасет вас там, внутри этого собственного сока, капсулы, в которой вы находитесь. Не спасетесь вы так. Только вместе сообща мы сможем спастись. Не бойтесь. Страх, он внутри множится, развивается и закрывает вас целиком полностью, делает вас бесхребетными. Как сделал бесхребетным вот тех мусульман, которые сейчас терпели, сидели, соседи, вот всех тех, которых обыскали. Даже не будем говорить про какой они ислам исповедовали, неважно. Это не имеет значения. Мы все под Богом ходим, у всех у нас свои скелеты в шкафу могут быть. И не это дело. Самое важное, должны быть человеческие права у этих ребят. Если их арестовывают, должны предъявить обвинения, должны дать повестку какую-то. Вот эти вот все обыски, то, что происходит, делаются именно для тех людей, которые понимаете, со страхом сидели и дома ждали, что вот пришли к Рустему там, или к Сильверу, ну ко мне же не пришли, я еще пересижу. Не пересидите. Это было уже в истории. Почитайте Возгрина. Дойдетесь, до того дойдет, что к вам будут домой приходить и забирать вашу жену, потому что она им понравится. И вы ничего не сделаете. И ваши соседи тоже ничего не сделают, потому что они будут, это же его жену забирают. Они и мою жену забирают. Поверьте, и за вашей женой тоже придут. Не думайте, что вы просто так останетесь, отсидитесь. Это вам грозит полное уничтожение, ассимиляция. И то, что мы боремся сейчас, и двигаем всю Украину в Крым обратно, это позволяет всем вам надеяться на то, что мы туда придем. Вы с той стороны также сообща боритесь. Это не просто лайки в Фейсбуке. Это бесполезная ерунда. Абсолютно. Она, может быть, каким-то образом вас греет, но вставайте с диванов. Вставайте, двигайтесь, что-то делать начинайте. Перестаньте смотреть на вот эти российские телеканалы. Поставьте спутники, смотрите любые телеканалы украинские. Я понимаю, что вам некоторые вещи больно смотреть. Да, про Крым мало показывают, в Украине много других проблем. В Донецке проблема, в Луганске проблема. В Совете Министров проблема, да. Проблем много, и они всегда были в Украине. Но Крым, только крымчане могут, кроме спасать, больше никто. Мы должны сами этим заниматься. Сами крымские татары, в том числе и крымчане, все вместе. Мы должны будем возвращаться в Крым. Я много сегодня наговорил, я думаю, что у вас телефон есть, вы присылаете смс-ки, можем смс-ками дальше обменяться. Я хочу сказать, это надолго не протянет, чтобы вы знали. Не протянет. Я не могу вам всех наших бойцов показывать, потому что у нас бойцы есть те, которые пока не могут сейчас вам показываться по военным соображениям определенным. Поверьте, страха, вот вы посмотрите во все наши глаза, у нас нет. Умирать нам не страшно. Нам страшно жить с позором, зная, что вы там, а мы здесь, в Вильной Украине. Нам стыдно будет жить. Вот это страх для нас, страшно вот так жить. Поэтому мы придем туда, за вами, за всеми. А вы придите к нам сюда, встаньте рядом с нами плечом к плечу, для того, чтобы подготовиться, уметь зайти в Крым уже правильно. Не просто как пушечное мясо, а зайти правильно в Крым уже, обладая определенными навыками и знаниями. Сейчас те ФСБшники, которые смотрят на этот эфир, они понимают, о чем я говорю. Это силовая машина, которая смотрит этот эфир, понимает, о чем я говорю. Все те, кто понимают это, пишите заявление и уходите. Не стойте напротив нас, когда будем заходить. Не стойте, не становитесь нам врагами. Это вам говорю я. И вот вся та армия, которая от лица крымчан, которая здесь стоит, здесь вся Украина представлена у нас. И вы узнаете, как мы зайдем. Çok sağ olunuz. Я думаю, сегодняшний эфир достаточно. Слава Украине! Героям слава! Аминь.